Сколько современных случаев? Все отлично, я понял. Надо давать. Эти операторы ежедневно, ежеминутно на страже экстренных вызовов. Если с детства нас учили, что 01 пожарная, 02 полиция, 03 скорая, 04 служба газа, то с появлением единой дежурной диспетчерской службы нет необходимости запоминать номера всех горячих линий. Достаточно позвонить на короткий номер 112, который всем легко запоминается. Так, в Ингушетии лишь за прошедшие сутки специалисты приняли и обработали более 700 звонков. Из них, значит, служба пожарной охраны 2, полиция 3 звонка, скорая медицинская помощь 64 звонков, газовая служба 6, единая дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований 17 звонков, ложных 1, детская шалость 239, справочная 419. Работа 112 направлена на качественное и быстрое обслуживание населения. В системе находится 32 объекта. Центр обработки является самым основным из них. Одновременно за разговором по телефону диспетчеры оформляют карточку, носят данные заявителя и причину обращения. При необходимости вызовы переводят на соответствующие службы. Самую большую часть входящей корреспонденции составляют, как правило, справочные звонки. Это значит, люди звонят, какая-то им информация нужна. Ну, вот, например, вот приедет, допустим, гость приедет, как мне проехать туда, какой-то район или куда. Вот элементарно вот такой вопрос могут. Однако справочным не уступают вызовы, относящиеся к категории «детская шалость». Они поступают ежедневно, а диспетчеры обязаны обработать их полноценно, как и все остальные вызовы. И не важно, что у кого-то беда, пока ребенок развлекается. Только за этот год их количество составило 123 405 звонков. Каждая карточка нам приходится, мы же не знаем, кто звонит, приходится открыть карточку, составить, закрывать. Это у нас уже теряет очень много времени. С одного и того же номера, если нам несколько раз поступают эти звонки, мы автоматически сразу перезваниваем. Если родитель отвечает, мы доносим до них, чтобы они отняли у них телефон. Однако эта шалость не всегда бывает детской прихотью. По словам операторов, очень часто родители, которые не справляются с детьми, сами отдают телефон несовершеннолетним, чтобы те, в свою очередь, позвонили в службу 112, пообщались и успокоились. Ведь уверены, что трубку операторы в любом случае поднимут. Так своей бессознательностью отнимают время у людей, которые, возможно, в этот момент нуждаются в экстренной помощи. Хотелось бы обратиться к населению, старшему населению нашей республики, чтобы они обратили внимание на своих детей, чтобы они не баловались с телефонами и не отвлекали нас от службы. Так как в таких ситуациях у нас каналы забиваются, и возможно такая ситуация, что мы сможем своевременно оказать помощь людям, которые оказались в беде. Это имеется в виду пожары, дорожно-транспортные происшествия, скорая помощь нужна. И, возможно, такая ситуация, могут не дозвониться своевременно. Не менее проблематичнее и ложные звонки. Если детская шалость только отнимает время, то эти создают дополнительные серьезные хлопоты. Операторы в зависимости от информации звонка вынуждены обращаться в соответствующие структуры. 3 звонка мы зафиксировали о том, что заминирован Сбербанк. Значит, естественно, соответствующие органы, информация была передана, этот человек был, значит, арестован. И, значит, по моей информации, в отношении него идут уже правоохранительные органы, проводят мероприятия. Операторы 112 напоминают, все звонки фиксируются, разговоры записываются, а совсем скоро будет возможность определения местоположения входящего вызова. Одна из подсистем является геоинформационная подсистема. Когда она у нас в полном объеме заработает, уже нам еще будет легче место определения звонка, который мы можем определить звонок, откуда идет звонок. Значит, это тоже уже большое подспорье будет в нашей работе. В экстренных случаях служба 112 дополнительно привлекает работников. Так, в период стихийных бедствий или коммунальных проблем в регионе количество звонков за сутки достигает до 4000. Всего с начала года диспетчеры обработали около 300 000 звонков. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.